Дорогое мое дитя, дорогое моему сердцу, не бойся, ибо ты уже получила мое благословение. Позвольте мне уберечь ваши мысли от тени негатива. Мужественно сосредоточьтесь на тех случаях, когда я отвечал на ваши молитвы с любовью и состраданием, исцелял вашу боль, устранял опасности и решал ваши проблемы. Вспомните свои прошлые победы и обновите свою веру, потому что благодаря этой вере вы процветете и обретите свет на своем пути. Итак, оставайся здесь со мной до конца, дитя мое, чтобы получить все мои чудеса и благословения, которые я приготовил для тебя. Сегодня вы вскоре преодолеете проблемы, которые вас сейчас отягощают. Помните, что я обещал всегда быть рядом с вами, направлять вас, защищать вас и окружать вас моей божественной любовью. Подобно тому, как солнце появляется после грозы, мой свет осветит ваш путь и приведет вас к месту мира и спокойствия. Независимо от того, насколько сильно они ненавидят вас или говорят о вас, я буду продолжать благословлять и воодушевлять вас. Они не смогут остановить то, что я собираюсь совершить в твоей жизни. Без колебаний сделайте шаг вперед и скажите: «Я готов сиять». Если вы действительно поверите мне на слово, я знаю, что вы сейчас переживаете трудный период в своей жизни и сталкиваетесь с различными обстоятельствами, а также с огромной эмоциональной болью. Иногда кажется, что как только одна ситуация преодолена, появляется другая беда. Я не всегда успокаиваю бурю вокруг тебя, иногда я успокаиваю бурю внутри тебя. Не расстраивайтесь, я укрепляю вас в тех местах, которые вы, возможно, сейчас не видите. Помните, мы с вами столкнемся с этим вместе, как всегда. В конце концов, все наладится и будет хорошо. Я понимаю, что ты несешь в себе тайную боль и тихо плачешь по ночам, не желая никого беспокоить. Я знаю, что ты потерян и растерян, и понимаю все, что происходит. Знайте, что я глубоко забочусь и слежу за всем. Я уже работаю на тебя, пора сделать перерыв. Вы в безопасности в наших руках. Завтра вы проснетесь обновленными, полными мудрости и понимания. Доверьтесь мне, доверьтесь моей любви и моей силе, которые превосходят любые испытания, с которыми вы можете столкнуться. Я всегда с тобой, я благословляю тебя. Ваша душа очень хорошо знает, как это понять, но я также хочу, чтобы вы продемонстрировали это, вытерев слезы со своего лица и имея уверенность прийти в мое присутствие, где бы вы ни находились. Просто закрой глаза, позови меня, и я отвечу тебе, громок ли твой голос от отчаяния или тихий шепот, и я выслушаю. Чудеса начинаются, когда ваша вера горит. Найдите священное обещание в моем слове, где я ясно заявил, что если вы поверите в меня и наполните свое сердце моим словом, вы увидите большие чудеса через вашу веру и молитвы, превращая их в реальность. Так что не бойтесь и никогда не унывайте. Просите меня, и я дам вам. Возложите руки на больных, и я исцелю их, обличу ветры, финансовые проблемы и бури, и прогоню раздор и вражду из вашего дома. Произносите мое слово с уважением и верой, ибо нет чуда помимо моей воли, и я могу благословить вас, углубить ваше понимание моего слова и укрепить ваше сердце. Не бойтесь, когда вашей семье угрожают враги. Многие, озабоченные своими ошибками и изолированные в своем одиночестве, бродят,
как рыкающие львы, стремясь разделить и ограбить невинные семьи. Но ты все в твоем доме стойте твердо. Поднимите руки в хвале и помолитесь моему святому имени, ибо, когда я услышу ваши голоса, возвышающиеся в вере, ваши враги побегут и потерпят поражение. Завтра проснитесь с обновленным духом. Пришло время освежить свои мысли, прогнать негатив и посвятить себя постоянному поиску меня, независимо от обстоятельств. Ты будешь двигаться вперед, несмотря на препятствия. Уверяю тебя, сын мой, у тебя и твоей семьи есть надежда. Это правда, что некоторые могут споткнуться, а другие могут постепенно потерять веру, но я здесь готов простить каждого, очистить его сердце и души и дать им силы противостоять искушению. Если они снова преткнутся, они снова поднимутся, смиренные духом и жаждущие покаяния и обращения. Я буду здесь ждать их. Я понимаю, что вы человек и что мир, в котором вы живете, полон проблем. Трудно пробираться сквозь грязь и грязь, не запачкав свою белую одежду недостатками и виной. Но услышь это непосредственно от меня. Я твой любящий отец, спутник, который идет рядом с тобой. Во всех вопросах вины, греха и прощения я ваш сильный защитник и защитник. Какое благословенное положение вы занимаете в небесном суде. Ваша победа несомненна, потому что у вас есть честное и искреннее сердце, адвокат, который защищает вас, и судья, который любит вас и не обращает внимания на ваши ошибки, потому что вы прибегли к искуплению, которое я гарантировал вам на том мучительном кресте. Теперь скажи мне, ты принимаешь мое прощение? Готовы ли вы получить мои благословения? Вы перестанете жить прошлым и больше не будете об этом сожалеть. Всем дорогим братьям, Вселенная посылает это особое послание исключительно вам. Очень важно иметь на уме кого-то, от кого вы не можете избавиться. Этот человек очень скоро планирует задать вам неожиданный вопрос. Прежде чем я расскажу вам больше, я хочу поделиться с вами 3 признаками, на которые вам следует обратить внимание. Это не просто знаки, это особые подсказки, которые помогут лучше понять, что происходит. Видя, как этот парень, который недавно разорвал отношения, чувствует к вам такое влечение, что-то случайное, например, встреча или сон, привело к тому, что он стал почти одержим вами. Она пыталась сосредоточиться на своих повседневных задачах, но чем дальше ее мысли отвлекались от вас, тем больше она тревожилась. Он достиг своего предела и не может игнорировать эти сильные чувства. В поддержку этой идеи этот человек планирует в ближайшее время подойти к вам и задать важный и неожиданный вопрос. Ожидание было для нее пыткой, он боится упустить свой шанс с вами, если не начнет действовать в ближайшее время. Он боится упустить эту возможность и не может вынести мысли о том, что потеряет тебя. Эта любовь приводит нас к нашему первому знамению – наступлению часа. Хотя это обычный объект, если вы заметите его в ближайшие несколько дней, воспринимайте это как знак Вселенной. Часы символизируют срочность, которую чувствует этот человек, время течет быстро и являются напоминанием о его страданиях из-за упущенных возможностей и невысказанных слов. Так что обратите внимание на этот знак, потому что он усиливает мысль о том, что он скоро начнет действовать.
Часы символизируют, что время драгоценно, и она готова сделать этот смелый шаг. Так что готовьтесь, этот человек после долгого раздумья задаст вам важный вопрос. Она готова сделать шаг вперед. Приготовьтесь, ведь этот вопрос может изменить всех. Когда придет время, не беспокойтесь о том, чтобы дать идеальный ответ, а ответьте, руководствуясь своим инстинктом. Вселенная с вами, ваши ангелы-хранители направляют вас на вашем пути, и вы окажетесь именно там, где вам предназначено. Так что будьте уверены в путешествии, речь идет не только о принятии того, что происходит, но и о принятии пути, который разворачивается перед вами. Поймите, что у всей Вселенной есть цель, даже если мы не можем ее сразу увидеть. Подумайте о случаях в вашей жизни, когда все казалось запутанным, но потом оказывалось шагами к чему-то лучшему. Возможно, это еще один из таких моментов. Я напоминаю вам о том, что вы узнали из прошлого опыта, и о решениях, которые привели вас туда, где вы находитесь сегодня. Как этот выбор повлиял на вас и чему он научил вас о вашей силе и устойчивости. Когда вы ориентируетесь в этой новой норме, важно спросить себя, как этот режим вписывается в ваш жизненный путь и находит ли он отклик в вашем сердце. Этот момент может стать поворотным моментом в вашей жизни. Не корите себя за то, что сейчас у вас нет ответов на все вопросы. Помните, жизнь – это серия моментов и решений, каждая из которых ведет вас по вашему уникальному пути. Каждый выбор, каждый шаг приближает вас к тому месту, где вы хотите быть. Говоря о путешествии и ориентации, это подводит меня ко второму знаку – изображению компаса. Компас, используемый для навигации и направления, представляет собой жизненный путь, наше решение и путь вперед. Вы можете найти этот символ где угодно, будь то в фильме, книге, футболке или рекламном щите. Появление компаса означает напоминание Вселенной о том, что вы направляетесь на своем пути, даже когда все кажется запутанным или неопределенным. Подобно тому, как компас указывает на север, доверьтесь своей внутренней интуиции, которая поведет вас в правильном направлении. Итак, обратите внимание на этот знак и позвольте ему успокоить вас, сказать, что вы на правильном пути и что каждый шаг, каким бы неожиданным он ни был, приведет вас туда, где вам нужно быть. А пока важно признать, какой вы удивительный человек, ваши качества, сила и привлекательность не только привлекают этого человека, но и приносят счастье окружающим. Блеск вашего духа, ваша доброта и любовь, которую вы разделяете с миром, делают вас по-настоящему особенным в это захватывающее время. Помните о своей уникальности, своей ценности и своей способности вызывать чувства у других. Воспользуйтесь теплотой этого восхищения и знайте, что оно отражает вашу красоту внутри и снаружи. Такой уровень влечения не случайен. Это Вселенная, которая устраивает вещи волшебным образом. Это подводит нас к нашему последнему знаку – зеркальному изображению. Подобно тому, как зеркало отражает наш физический образ, видеть зеркало в любом виде, будь то в программе, картине или разговоре об отражениях, означает отражение вашей внутренней красоты, которые могут увидеть другие. Зеркало напоминает вам о любви, которую вы получаете.
эта земля должна пострадать за вас и вынести всю возможную боль и муки, если вы верите в своем сердце, что я отдал свою жизнь на кресте, чтобы вы могли по-настоящему жить. Так что примите смелость, которую я даю вам сегодня, и почувствуйте ее, когда ваше существо исцеляется моей силой. Сегодня я даю вам смелость и силу встать и уйти от того, что причиняет вам столько страданий и боли. Шагните вперед сейчас с уверенностью, чтобы встретить этот день. Сегодня я наполняю вас покоем и силой, и никто не сможет отнять у вас эту радость. Я здесь для вас, если вы хотите поговорить со мной и рассказать, как идут дела. И если ты хочешь вернуться в мои объятия и плакать, приходи и плачь, и я приму тебя и обниму со всей своей любовью. Побалуйте себя, путь еще долгий, и вас ждут тысячи радостей. Продолжайте сражаться и защищайте мечты, которые только начинают расти и становиться великими. Будь счастлив, но ты должен продолжать сражаться, наполняться моим духом и оставаться на связи со мной, а я с тобой. Потому что внутри меня ты всегда найдешь силы и ответы на самые сложные вопросы. Закройте уши от других звуков. Потому что, когда вы говорите со мной, я отвечаю и ясно говорю вам то, что вам нужно знать. Я твой проводник и хочу вести тебя, брать тебя за руку и вести тебя на протяжении всего твоего пути, защищать тебя в грустные минуты и держать руку на твоем плече, чтобы ты знал, что я всегда с тобой, во всем. Ситуация в любой момент готова полюбить вас. Вот почему ты меня наполняешь. У меня есть много благословений, которые я могу дать вам. Наполняйтесь мною, живите, радуйтесь, пойте, и пусть живые воды моей силы текут через вас. Если другие ненавидят тебя по-твоему, я люблю тебя. Если ты мертв для других, то ты живешь для меня в глубине моего вечного сердца, откуда я никогда не изгоню тебя. Погрузитесь в море веры и позвольте моему голосу вести вас. Не увлекайтесь нестабильным течением, которое пытается швырнуть вас на острые камни. Они стремятся украсть вашу душу, обескуражить вас и убить ваше огромное желание добиться успеха. Когда вы стремитесь взлететь высоко, всегда будут встречные ветры, которые попытаются утянуть вас в пропасть. И если вы хотите достичь настоящего успеха, вам понадобится спутник в путешествии, кто-то, кто по-настоящему понимает вас, не осуждает вас, всегда заботится о вас и помогает вам. И я здесь, чтобы сопровождать вас и наполнять вас мной. Возьми меня за руку, я могу дать тебе 1000 благословений. Я не подведу тебя, не оставлю тебя, не буду презирать тебя, не оставлю тебя одну в минуты печали или одиночества. Что бы вы ни чувствовали сейчас, отпустите эти негативные чувства и примите в своей душе эту истину. Я так сильно тебя люблю. Это божественная любовь, которую я испытываю к тебе, безгранична, необъятна за пределами слов, и невозможно полностью описать или объяснить ее. Но вы по-настоящему испытаете это только в том случае, если заставите замолчать все голоса, которые унижают вас и подрывают вашу ценность. Мне это нравится. Позвольте мне еще раз сказать, что дело не в интеллектуальном понимании. Если вы хотите выжить и выйти победителем из этого великого испытания, вы должны поверить в эту ситуацию. Вы мало что можете сделать в одиночку, ибо вы одержите победу не физической силой или армиями,
а силой моего Святого Духа, который спускается, как белый голубь, и садится на ваше плечо, отвечая на зов вашей веры. Невозможно достичь моего трона своими заслугами и делами, и попытки угодить мне бесполезны, если вы остаетесь в ловушке неверия. Я люблю тебя, я знаю, что ты совершал ошибки и совершал ошибки. Я понимаю боль неудачи и твое желание никогда больше не терпеть неудачу. Ты пришел раньше меня, чтобы искать еще один шанс, чтобы не случилось, не теряй веры. Будьте сильными и храбрыми, не бойтесь и не унывайте, потому что я всегда с вами, куда бы вы ни пошли, я буду рядом с вами, одену вас в царские одежды, пошлю свою армию ангелов, чтобы защитить вас, и вооружу вас своим щитом. И меч. Я свидетельствовал, свидетельствую и буду продолжать свидетельствовать о вашей вере. Не приходите ко мне с пустыми предложениями богатства, ибо я не желаю талантов и способностей только потому, что они нравятся человеку. Прежде всего я хочу вашей веры, маленькой, простой и искренней. Никто не впечатляет меня, хвастаясь своим материальным богатством и ложной властью. Я благословлю тех, у кого истинная и искренняя душа и смиренное сердце, и освобожу угнетенных, тех, кто истинно верит в эту святую любовь, и всех, кто желает жить под покровом Всевышнего и под сенью Всевышнего. Я не спускаю с тебя глаз, потому что ты такой, какой ты есть. Твои недостатки меня не пугают, твои секреты не отталкивают меня, твои слабости меня не беспокоят, а твои плохие решения не заставляют меня отвергать тебя. Всегда помни, я не человек, я не лгу, я не сужу, я люблю тебя безоговорочно и самоотверженно, потому что хочу любить тебя вечно. Ничто не изменит моего решения, моя благодать и милость вечны. Но если вы отвергнете мои слова и присоединитесь к группам неверных, и если вы отвергнете эту истину, вы совершите серьезную ошибку. Здесь ты находишь со мной любовь и привязанность, эмоции настолько глубокие и часто не поддаются пониманию, но если ты решишь уйти, ты будешь жить вечно в обмане и в конечном итоге окажешься раздавленным в яме отчаяния. Я твой защитник, проводник и друг. Я всегда буду рядом с вами, чтобы поддержать вас и помочь найти правильный путь. Не бойтесь и не стесняйтесь просить моей помощи, когда она вам понадобится, даже если ситуация кажется непреодолимой. Уверяю вас, что с моим божественным вмешательством вы сможете преодолеть все на своем пути. Независимо от того, с какими невзгодами тебе придется столкнуться, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Я твой верный товарищ, твой истинный пастырь и твой защитник. Когда вы чувствуете, что все потеряно и не можете идти дальше, помните, что я здесь, чтобы дать вам силы, чтобы поднять вас, когда вы упадете, и направить вас к моему свету. Вместе мы сможем преодолеть все, потому что я знаю, что твоя любовь ко мне сильнее всех препятствий. Моя любовь к тебе безгранична и безгранична. Независимо от твоих ошибок и грехов, моя любовь всегда будет больше и сильнее. Так что не теряйте веру и не позволяйте печали контролировать вас. Не стесняйтесь обращаться ко мне за помощью. Я здесь, чтобы выслушать ваши самые сокровенные нужды, высушить ваши слезы и дать вам силу, мир, спокойствие и мудрость. Для меня нет ничего важнее вашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Я всегда готов заботиться о тебе и любить тебя.
Пусть счастье наполнит вашу жизнь. Подготовьте свою душу и ищите ежедневно. Никогда не забывайте, кто благословляет вас и охраняет ваше сердце. Я всегда здесь для вас. Моя вечная любовь преодолевает кризисы. Угрозы этого мира могут обмануть вас, заставить вас почувствовать себя в ловушке, но я пришел, чтобы вдохнуть в вас жизнь, укрепить вашу веру, открыть ваши духовные глаза и заверить вас, что ценность любви, которую я предлагаю, не уменьшится. Из-за твоих недостатков или из-за твоих многочисленных проблем. Я спасу тебя из ямы, в которую ты упал. Я поддерживаю вас и поднимаю вас к месту духовной силы. Ты невероятно ценен для меня. Я хочу, чтобы вы это знали. Утром, когда взойдет солнце, подумай обо мне. Когда луч света светит в твое окно, знай, что моя милость обновлена и мой дух призывает тебя провести время в молитве. Расскажите мне, что вы чувствуете, поделитесь своими планами, доверьте мне свои страхи, и я подкреплю свое обещание и отвечу на ваши молитвы. Самое главное, каждую минуту, которую вы проводите в истинном доверии, вы можете почувствовать в своем сердце, как я обнимаю вас с огромной любовью и предоставляю вам безопасность, необходимую вам в течение ваших дней. Я стер страницы, на которых ты красными чернилами записывал свои слезы, простил твои грехи и навсегда удалил все причины твоей боли из твоего сердца. Я лично удалил те корни, которые постоянно напоминали ему об отчаянии. Вы по-настоящему свободны. Скажи мне, что ты веришь в это, и напиши эти слова на бумаге. Благодаря этой любви вы свободны навсегда. Не потому, что вы обрели свободу или благодаря своему совершенству. Я прекрасно знаю, что одним только от вечного наказания не освободиться. Его свобода была гарантирована, а долги выплачены. Ваша победа гарантирована. Фактически, мои клятвы остаются в силе, потому что они скреплены огромной, глубокой и прекрасной любовью. Я не хочу, чтобы вы просили меня объяснить это. Живи этим, чувствуй это, принимай это. Эта чудесная любовь наполняет ваше сердце. Вы кто не решался поверить в любовь, потому что люди вас разочаровали, посмотрите, кто пришел. Я, Создатель Вселенной, пришел найти вас, чтобы самым неожиданным образом сказать вам, как сильно я забочусь о вас. Вам не нужно далеко путешествовать или подниматься в горы, чтобы услышать мой голос. Я хочу тронуть твое сердце здесь и сейчас, в этот момент. Ты уже чувствуешь мою безмерную любовь к тебе, и даже если ты не хочешь это принять, я люблю тебя слишком сильно, чтобы позволить тебе покинуть меня. Итак, примите эту новую жизнь, свободную от одиночества и страха, окутанную моей любовью. Ты плывешь по океану счастья, а моя любовь ведет тебя в порт, где ты получаешь венец победы. Там вы насладитесь вечной радостью, процветанием и священными сокровищами, которые не сможет украсть ни один вор. Если вы решите изменить свою жизнь, вы должны отбросить все неверия. Враг пытается посеять в твоем уме сомнения, потому что он не хочет, чтобы ты познал меня, увидел сам, как исполняются все мои обещания. Я хочу, чтобы ваша простая вера и смирение были в вашем сердце. Не доверяйте своему здравому смыслу.
принесите мне свои планы в начале дня и позвольте мне быть вашим пастырем и вести вас к более зеленым пастбищам, которые вы желаете. Здесь правило моего присутствия. Не твои эмоции. Тревоги нет места. Ваше сердце живет спокойно. Ни плохие новости, ни трудности не могут ее поколебать. Подожди того дня, когда ты узнаешь меня лучше, когда ты получишь мою всепрощающую любовь и примешь себя таким, какой ты есть. Я люблю тебя безоговорочно. Эта сладкая привязанность преобразит вас, и ваша личность изменится. Вы не проснетесь в страхе перед тем, что может случиться. Вы не слабы. Ты сильный. Вы не трус. Ты смелый. Ты не раб отчаяния, потому что я дал тебе дух любви и силы. Эти нестабильные чувства попадут под мою власть. Вместо беспокойства и страха моя сила наполнит ваше сердце. Сегодня ты обретаешь свободу и осознаешь, кем ты являешься на самом деле. Ты мой сын. Ты излучаешь мою благодать, истину, мир и благословение. Куда бы ты ни пошел, они последуют за тобой. Ты достоин моей любви и всегда ею будешь. Не чувствуйте себя недостойным. Я хочу, чтобы все сомнения и страхи покинули твой разум, и чтобы ты был по-настоящему счастлив каждый день. Всякий раз, когда моя любовь. Ты готов к себе, даже если ты совершишь ошибки. Я буду здесь, чтобы любить тебя и слушать тебя, потому что только моя любовь способна изменить тебя. Вот почему я всегда готов указать тебе лучший путь, превратить тебя в благословенного человека, полного добродетели. Я здесь, чтобы направлять вас, спасти вашу душу, очистить вас и наполнить мудростью, чтобы вы никогда больше не совершали ту же ошибку. Ты прекрасно знаешь, что я никогда не откажусь от своей любви. Я хочу изменить вашу жизнь, подарить вам здоровье и благополучие. Я никогда не оставлю тебя. Я всегда буду рядом с тобой, чтобы помочь тебе прожить жизнь, полную великих побед. Я много раз говорил тебе, как ты мне дорог. Чем больше ты будешь продолжать любить меня, подчиняться мне и ходить со мной, тем больше я благословлю тебя. Я здесь, чтобы протянуть руку и вытащить вас из глубокой ямы, куда вас забросили жизненные испытания. Пришло время перестать страдать и оставить путь боли позади. Сегодня я наполняю вас своей любовью и даю вам глубокий покой, который вам нужен, чтобы подняться и двигаться вперед. Я даю вам силы ходить в вере и внести позитивные изменения в свою жизнь. Избавьтесь от всех чувств вины и стыда. Пусть твое сердце наполнится моей любовью и силой. Я прощаю тебя. Обними меня и присоединяйся ко мне в новой жизни. Я спасаю тебя сейчас. Я хочу, чтобы ты почувствовал, что достоин моей любви, моих благословений и всей радости, которую я могу предложить. Потому что ты мой ребенок и заслуживаешь жизни, полной света, мудрости и изобилия. Даже в разгар вашей самой тяжелой борьбы, когда вы столкнетесь с преследованием, я буду с вами и обеспечу вас всем необходимым. Ничего не бойтесь. Ваша жизнь и жизнь вашей семьи в моих руках. Сегодня я предлагаю вам самую чистую любовь, которая существует. Послушайте, за это стоит бороться, стоит терпеть.
Ваши молитвы, бессонные ночи, слезы, настойчивость и боль принесут великие плоды и станут удивительным благословением. В вашей семье произойдут перемены. Не сомневайтесь, не отчаивайтесь. Вы увидите это своими глазами. Не расстраивайтесь, даже если у вас устали руки и глаза полны слез. Однажды все увидят, как ты вернешься победителем, как чудесные плоды твоей борьбы и боли. Может быть, ты сейчас этого не понимаешь, но ты прекрасно знаешь, что сдаваться нельзя. Будущее перед тобой и в моих руках. Я тщательно охраняю вашу жизнь, но мне также нужна ваша непоколебимая вера, то теплое и мужественное отношение, с которым вы верите и принимаете обещания, которые слышите. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к моему совету и найдете время сегодня, чтобы искать меня, наполниться моим духом, чтобы иметь для вас все, что у меня есть. Успокойся, успокойся. Организуйте все свои мысли и сосредоточьте силу, которую я даю вам, на аспектах вашей жизни, в ваших отношениях со мной, в вашей семье, в ваших мечтах, в ваших желаниях, миссии, которую я дал вам. Пусть мои слова отзовутся в вашем разуме, будут записаны в вашей душе и запечатлены в вашем сердце. Знай, что моя любовь к тебе настолько велика, что я не позволю никому причинить тебе вред или растратить благословения, которые я дал тебе. Вы никогда не смиритесь с поражением. Если в ближайшие дни вы почувствуете усталость и подумаете, что сражаться или жить не стоит, вспомните свои эмоции и ощущения в бою. Но последнее слово за мной. Я буду держать тебя за руку и больше не позволю тебе утонуть. Я спасу тебя, я подниму тебя. Я люблю тебя глубоко. Раскройте свои объятия огромным благословением, которые вас ждут. Вы находитесь под моей защитой и заботой. Все, что вы получаете, от моей благодати и любви. Признайте это и будьте благодарны. Вы вернете себе многое из того, что ценили и потеряли. Члены семьи, которые разозлились и ушли, пересмотрят свои действия и вернутся, осознав свои ошибки. Хорошо, что вы тоже признали свои ошибки и покаялись. Замечательно, что вы решили вернуться к истине. Вам никогда не суждено было быть с врагом, даже несмотря на то, что они пытались разрушить вашу жизнь и забрать ваше счастье и благословение. И я вознаграждаю ваше покаяние моей милостью и благосклонностью. Поймите, что вам предстоит еще много лет, и вы должны жить хорошо. Стремитесь продолжать учиться у меня и укреплять свою веру в мои обещания и мое слово. Со мной вы победите противостоящие вам армии, перепрыгните стены, пытающиеся вас остановить, и совершите героические поступки в нужный момент. Когда вам покажется, что вы достигли конца, вы увидите, как моя могучая рука рассекает море, прокладывает для вас путь в пустыне и изливает величественные благословения. Если ты веришь во всемогущего Бога, то в твоем милосердии я нахожу силы преодолеть любое препятствие. Сегодняшнее послание от Бога говорит о внезапном духовном пробуждении, вспыхнувшем в вашей семье в эти критические времена. В то время как многие обсуждают тайны того, что должно произойти, мой призыв проявить прежде всего любовь ко всем, кто искренне предается мне, не боясь столкнуться с новыми начинаниями. Ваше финансовое положение улучшится,
и вы станете свидетелем исцелений и чудес. Вера в Бога – это открытие дверей для потока полезных переживаний. На пути есть чудо, готовое рассеять ваши страдания и провести вас в период свободы, успеха и богатства. Провозгласите: «Господь мой пастырь, я не буду», и оставьте одного подобного и поделитесь с тем, кто доверяет Богу, чтобы он продолжал течь до конца года и наблюдал, как процветание расцветает в вашей жизни. Вы можете поверить, что происходит определенный сдвиг. Грусть сменится удовлетворением, а каждая неудача станет прелюдией к ослепительной победе. Верьте, потому что, как и Бог, я делаю невозможное и совершаю революцию в жизни простым жестом. Бог говорит вам: «Сегодня я несу свет там, где тьма, и справедливость в ваши дни». По мере обновления месяца я посылаю поток благословений вам и вашим близким. Предвидьте приближающиеся события и полноту. Даже если они возникнут с трудностями, продолжайте заявлять о своем благословении и процветании, потому что вскоре ваше здоровье, отношения и финансы будут полностью восстановлены. Счастье будет продолжительным, потому что благословения и чудеса естественным образом войдут в вашу повседневную жизнь. Когда вы погрузитесь в божественное присутствие, ваша жизнь развернется как шедевр, полная оптимального здоровья и прекрасных возможностей. И знайте, что я, всемогущий Бог, стремлюсь обновить ваши эмоциональные связи и укрепить ваши финансы. Бог говорит с вами посреди ваших проблем, боли и озабоченности. Я здесь, чтобы предложить вам убежище мира и процветания, мои возлюбленные дети. И помните, что в минуты болезни и слабости божественный свет узнает каждое горе и с великой любовью принимает каждую боль. Напишите конкретно: «Отче, позволь мне быть орудием Твоего мира и любви, куда бы я ни пошел». Сегодняшнее Евангелие говорит нам: доверьтесь силе, которая движет небом, потому что моя любовь всегда с вами. Я не держу зла. Каждый день я заставляю светить солнце и дарю вам воздух. Способность мыслить и красота существования от мала до велика, и я предлагаю каждому возможность идти по пути истины. Многие действительно знают, как различать добро и зло и осознавать мою любовь, хотя они медлят приблизиться ко мне, опасаясь потерять свободу, которую имеют. Они думают, что это так далеко от этого. Ваша опрометчивость может привести вас к ошибке, но знайте, что в вас есть вся необходимая мудрость и сила, чтобы прожить жизнь, полную побед, мира и радости. Позвольте мне еще раз подтвердить, что ваше счастье, стойкость, дух борьбы и радость в жизни исходят из моей бесконечной любви. Я присутствую в каждом моменте, и мое сострадание обновляется с каждым восходом солнца. Если я доверяю, Твои обещания являются источником моей постоянной надежды, Господь. Проснувшись, вам не придется отдаваться пустыне эмоций, осушающей ваши слезы на солнце. Вместо этого позвольте себе выйти из горя и признать, что цель вашего существования прекрасна и уникальна, потому что вы были созданы, предназначены с любовью. Благодаря вашему восприятию Вселенной ваше имя записано в книге жизни. Ваша борьба была со мной на кресте в незапамятный день. Мои мысли всегда с тобой. Почувствуйте мою сущность в воздухе, которым дышите, и примите эту истину с благодарностью.
Даже если вы обнаружите беспомощность в друзьях, семье или самых близких вам людях, бесконечная любовь Небесного Отца останется с вами. И если вы почувствуете близость ко мне, возобновите эту связь. Теперь я здесь. Я всегда был и всегда буду, возвещаю с верой Божией через тебя. Найди настоящую свободу, сын мой. Обратите внимание и почувствуйте в своем сердце. Я хочу сказать вам что-то особенное, послание, полное смысла. Представь меня, я всегда был рядом с тобой. Я здесь сейчас и останусь здесь навсегда. Бог есть истина и жизнь. Обратите внимание на эти слова, потому что они приносят утешение. Сегодня Бог говорит вам в моих молитвах и ответах, которые вы ищете на своем пути, ваша семья занимает особое место. Хорошие новости разворачиваются. Не бойся, поддержка и надежда исходят из моей любви к тебе. Ничто не остановит ваше процветание. Да, придут испытания и несчастья, есть духовные битвы, которым, кажется, нет конца. Но я говорю вам, сохраняйте спокойствие, никакое зло не достигнет вас. Мои ангелы образуют преграду, и мое присутствие осветит любую тьму. Не направляйте свою энергию на обиду или осуждение. Помните, ваша битва идет против теней и козней невидимого врага. Сопротивление может быть утомительным, но запишите и подтвердите: Бог – моя сила и мое убежище. Вы встретите эти тени с хвалой и молитвой при первом свете в общении с Божественным, потому что это время для укрепления духа. Позвольте Святому Духу быть проводником вашей жизни, откажитесь от контроля и замените страх верой. Таким образом, сердце наполняется уверенностью, и враг, даже если он будет хитр, не одержит победу. И помните, что вы находитесь под защитой Всевышнего. За вашим прогрессом следит непобедимая сила. Так зачем бояться тени, если ты находишься под защитой бесподобного Бога? Бог говорит: «Моя благодать – ваше вооружение, и нет силы, которая могла бы преодолеть свет, исходящий от меня. Я ваш вечный хранитель и защитник». Скажите себе: «Я доверяю Отцу Небесному». Не позволяйте страху сбить вас с пути. Держите свой разум сосредоточенным на вечной истине. Не давайте места врагу. Пока божественное величие остается постоянным, будьте внимательны в минуты слабости и не отворачивайтесь от того присутствия, которое есть утешение и безопасность. Помните, что у вас есть небесный союзник, способный преодолеть любые невзгоды. Сегодняшнее Евангелие говорит: если ты чувствуешь, что вот-вот сломаешься, призови меня к молитве, и я отвечу тебе, наполнив тебя той же любовью, которой ты любишь меня, мой дорогой сын. Выразите свою благодарность в комментариях, сказав: «Я благодарен за каждый восход солнца, который ты мне подарил». Боже, выступи вперед с мужеством, и Господь даст тебе поддержку, чтобы ты твердо выстоял перед лицом препятствий и не обескуражит тебя, а наоборот, наполнит твою душу радостью и спокойствием, позволяя тебе в полной мере ощутить мои благословения. Я буду твоей опорой и силой, защищу тебя и оберегу от зла. Объявите о своей победе, потому что я с вами. Встаньте и повторите: «Я отражение твоего божественного света во всем, что я делаю».
сила всемогущего Бога будет творить чудеса в вас, в вашей семье и в вашем доме, и вы будете защищены, благословлены и окружены любовью. Бог говорит с тобой: «Я обещаю позаботиться о чистых желаниях твоего сердца, когда ты призовешь меня на молитву. Подарите мне себя, свой дом, своих близких. Ваш путь, и вы увидите, как зло рассеивается, оставляя после себя болезненные воспоминания и неся только то, что дорого в вашем сердце. Всегда ищите меня, даже в минуты страха. Верьте, я буду рядом, чтобы защитить вас и обеспечить безопасность в ваших путешествиях. Я буду с вами в спокойствии дома и в неизведанных приключениях. Прежде чем начать свой день, помните, что я, Господь, направляю и сопровождаю вас спокойным, уверенным голосом. Уверяю вас, не бойтесь, я всегда с вами готов помочь. Моя любовь в безопасности, и ты никогда не почувствуешь себя беспомощным или брошенным. Я верну то, что потерял, и восстановлю веру на каждом этапе пути, если ты доверишься. Напишите: «О Боже, Твое руководство – карта моей жизни». Если вы зашли сюда, найдите секунду, чтобы поставить лайк и поделиться трансляцией с тем, кто нуждается в этом Слове Божьем. Божье послание гласит: «С верой просите о необходимых вам благословениях, и они будут щедро даны». Она была свидетельницей несчастий и спокойно относилась к ним, не поддаваясь обидам. Пусть твой дом будет колыбелью мира и духовности, твое несовершенство известно, но незначительно по сравнению с огромной любовью, которую я испытываю к тебе. Видите ли, чтобы мое слово нашло отклик в вашем доме, оно должно быть подобно музыке на стенах, столь же ярким, как позитивные сообщения на вашем мобильном телефоне. Если ты хочешь угодить мне, покажи мне, как Святое Слово преображает тебя, и в каждом действии напиши, что я вернее придерживаюсь воли Божией. Бог говорит тебе: когда ты восстанавливаешь свою жизнь и свой дом, каждый момент становится драгоценным подарком, как высоко летающие птицы, твои надежды и просьбы достигают небес, и я принимаю их с любовью. Верьте в мои обещания, и ваше существование будет обильно благословлено. Берегите себя и свою семью, защищайте их от любого вреда и не позволяйте страху помешать им достичь прекрасной цели, предназначенной этому миру. Если веришь, напиши: «Принимаю мудрость, исходящую от Бога». Сегодняшнее Евангелие говорит нам: живите своей верой в молитве, потому что она способна творить чудеса. Все, что вам нужно сделать, это воззвать к ней. Держитесь подальше от того, что причиняет вам боль. С правильного пути. И не променяй свою связь со мной на мимолетные минуты радости. Даже несмотря на то, что некоторые из тех, кто раньше улыбался, теперь отвернулись от вас, не расстраивайтесь, живите своей правдой. Несчастье и последствия временны, и чудесное преображение в вашей жизни будет свидетельством моей божественной силы. Наблюдайте, как ваш дом расцветает духом, и помните, что вы так ценны для меня. На рассвете, когда солнечный свет струится в окно, помните, что с каждым новым днем моя милость возрождается, и мой дух призывает вас. Проводите время в молитве, рассказывайте мне о своих мечтах и страхах, подтверждайте мое слово, и я буду слушать. Я заметил. Ваши пожелания пишите каждое утро, и я обновлен в твоей любви, Небесный Отец. Бог говорит вам сегодня:
Найдите прибежище в истинной вере, и в каждый момент преданности вы почувствуете мою любовь и защиту, окружающую вашу жизнь, приносящую процветание и благословение, которые никогда не будут отняты. Чтобы пережить эту трансформацию, освободите себя от всех сомнений. Враг пытается сбить вас с толку сомнениями, чтобы удержать вас от меня, но, наблюдая за исполнением моих обещаний, ваша вера укрепится. Я хотел бы видеть смирение в ваших сердцах, а не полагаться только на собственную мудрость. Мы вместе составили ваши планы, пусть я вскоре приведу вас к зеленым полям, к которым вы стремитесь, где ваши души станут свидетелями исполнения моих обещаний. Если доверяете, заявите: «Я позволяю твоему миру наполнить мою душу». Не забывай, я был, есть и всегда буду с тобой. Я никогда тебя не оставлю. Наделитесь смелостью, которую я так ценю в вас, и используйте дары и инструменты, которые я дал вам, чтобы преодолеть мир вокруг вас, преодолеть трудности, устранить препятствия и изгнать угрозы из вашей жизни через послушание моему слову. Бог говорит: «Мой дорогой сын, моя любимая дочь, вырази свою благодарность в комментариях теплым словом. Боже, я благодарю Тебя за все, что Ты для меня сделал. Не позволяй разочарованию взять над тобой верх, если тревога берет над тобой верх, и если кажется, что движение вперед угасает, держись, не грусти. На несчастье других поверьте мне, потому что в огромной вселенной никто не любит тебя больше, чем я. Даже когда друзья или семья предают тебя, помни, что я всегда буду рядом с тобой. Однажды они признают свои ошибки и покаются. Мои пожелания и слова не были напрасными. Ваше будущее светлое, потому что вы в безопасности в моих руках под защитной тенью, которую я предоставляю. Божье послание гласит: когда возникнут трудности, я буду рядом, чтобы защитить вас. Ваш разум станет сильнее, когда вы впитаете эти слова. Держитесь подальше от тех, кто омрачает ваш дух негативными словами и отношениями. Не возвращайтесь к домам и друзьям, которые вводят вас в заблуждение. Мой план для вас полон жизни, мира и процветания. Я слышу не только ваши просьбы, но и ваши опасения. Сделайте глубокий вдох, вы значительно вырастете, если сохраните благодарность. Даже в раздумьях. Если веришь, объяви: я доверяю планам Божьим для моей жизни. Несмотря на трудные времена и борьбу, которые отняли вашу мечту и причинили боль, подтвердите свою веру. Я испытываю радость, когда вижу, как твои руки подняты, просят моего присутствия и кричат: «Бог знает, что я люблю тебя». Спасибо тебе, Господи, за все, даже если я ничего не понимаю, я знаю, что все это для моего блага, и доверяю тебе. Найдите утешение и силу в моих обещаниях. Если я чувствую вашу истинную веру, покажите мне ее со всей решимостью. Как ваш Бог и Отец, Создатель всего, я рядом с вами, направляю вас Святым Духом и освещаю ваш путь светом моего слова. Я благословляю ваш дом и посылаю дожди благословения на ваши земли, чтобы вы и ваша семья могли пожинать плоды своих усилий в подходящее время. Если что-то исчезает, это прелюдия к большим благословениям. Напиши: Бог отдал мою жизнь в твои руки. Вы переживаете решающий и преобразующий период.
Вы уже не тот, что был вчера. Вы готовы к новым испытаниям. Решайте уверенно, не спрашивая одобрения у тех, кто просто видит. Не стремитесь угодить тем, кто не желает вашего счастья. Когда вы раскроете свои планы, найдутся те, кто попытается вас отговорить, но держитесь выбранного курса и не оглядывайтесь назад. Хотя может показаться, что вы потерпели поражение, правда в том, что я рядом с вами в вашем путешествии. Вы станете свидетелем необычных событий в своем доме. Чудеса будут происходить, люди будут тронуты вашими молитвами и вашими руками, и благодаря вашим молитвам я буду там лично. Исцеление больных, решение проблем и заживление ран. Если ты веришь во всемогущего Бога, то в твоем милосердии я нахожу силы преодолеть любое препятствие. Божье послание говорит сегодня: в эти критические времена в вашей семье развивается чудесное духовное пробуждение. В то время как многие обсуждают тайны того, что должно произойти, мой призыв – проявлять любовь прежде всего ко всем, кто искренне отдает себя мне, не боясь столкнуться с новыми начинаниями. Ваше финансовое положение улучшится, и вы станете свидетелем исцелений и чудес. Вера в Бога – это открытие дверей для потока полезных переживаний. На пути есть чудо, готовое рассеять ваши страдания и провести вас в период свободы, успеха и богатства. Заявите: «Господь, мой пастырь, я не останусь без лайка и поделюсь с кем-то, кто доверяет Богу, чтобы продолжать течь до конца года». И наблюдайте, как в вашей жизни расцветает процветание. Вы можете поверить, что происходит явная трансформация, печаль сменится удовлетворением, и каждая неудача станет прелюдией к замечательной победе. Верьте, потому что, как и Бог, я делаю невозможное и совершаю революцию в жизни простым жестом. Бог говорит вам сегодня: я несу свет там, где тьма, и справедливость для ваших дней. По мере возобновления месяца я посылаю поток благословений вам и вашим близким. Предвидьте возможности и полноту, которая приближается. Несмотря на возникновение проблем, продолжайте провозглашать свое благословение и процветание, поскольку вскоре произойдет полное восстановление вашего здоровья, отношений и финансов. Скажите твердо: «Аминь, сэр», чтобы уверенность нашла отклик. Счастье будет продолжительным, потому что благословения и чудеса естественным образом войдут в вашу повседневную жизнь. О себе: тебе следует прийти ко мне и попросить моей помощи, когда дела идут плохо. Но, пожалуйста, не пытайтесь вести эту тяжелую битву собственными силами. Я ободрил вас, чтобы вы поверили моему слову и уверенно двигались вперед, зная, что моя рука защищает вас. Другие гордятся своей силой и способностями, которыми на самом деле не обладают. Что же касается тебя, то доверься и верь мне, и ты пойдешь дальше других, если будешь верно соблюдать мои заповеди. Я прекрасно понимаю, что будут времена, когда ты потерпишь неудачу, когда почувствуешь слабость и усталость, без желания продолжать борьбу, но именно поэтому я пришел, умер на кресте и воскрес с силой и славой, чтобы поднять их. Вам в трудную минуту, чтобы всегда помочь. Если ты позвонишь мне, я никогда не буду далеко, и я никогда не проигнорирую тебя, когда ты понадобишься мне. Это мое обещание и мой завет, который все еще остается в силе и не будет забыт.
Позвоните мне, и я отвечу и покажу вам чудеса и чудеса, превосходящие ваши самые смелые мечты. Я твой Бог, всемогущий, прощающий, милосердный. Начинай каждый день со мной, я буду ждать тебя. Я рад показать тебе, как сильно я тебя люблю. Теперь позвольте мне задать вам вопрос, слушайте внимательно и отвечайте без страха. Каким бы ни был твой ответ, я все равно буду любить тебя. Я поддерживаю вас в ваших добрых делах, и я буду продолжать благословлять и защищать вас. Это несложный вопрос, но некоторые из тех, кто утверждает, что ищут меня, хранят молчание, не зная, что сказать или сделать. Возможно, в этот момент вы не до конца понимаете, кто вы и кем можете стать. Прежде чем ответить, прослушайте это сообщение и еще раз запишите это, напишите, поделитесь этим со многими людьми. Почувствуйте, как эти слова удаляют страхи из вашего разума и укрепляют ваши убеждения и веру. Растущее пламя в вашей душе невозможно погасить. Мой Святой Дух сошел на вас, и с сегодняшнего дня ожидайте стать свидетелем чудес и чудес. Теперь, пожалуйста, ответьте мне в соответствии с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь. Что ты будешь делать? Будешь ли ты продвигаться вперед как храбрый солдат или отступишь в страхе? Выдержите ли вы унижение и позволите злым силам одолеть вас? Или вы восстанете во имя мое святое и добьетесь победы, которую я уже обеспечил для вас? Скажи мне, что ты никогда не будешь бояться ничего и никого, какими бы большими, могущественными, богатыми или умными они ни были. Даже если твой враг оденется в устрашающую одежду и его угрозы заставят дрожать трусов, ты не устрашишься, потому что с тобой всемогущий Бог. Кто эти злодеи, которые бросают вам вызов? Они лишь стремятся вселить в вас страх. Поймите следующее. Если вы собираетесь серьезно относиться к своей вере, признайте всю власть, которую я вам даю. Я не даю вам полномочий унижать или причинять вред вашим братьям и сестрам или хвастаться своей личностью перед другими. Моя сила не действует в твоей жизни без смирения, но в твоем тихом сердце пребывает мое присутствие, и при правильном настрое ты победишь. Поэтому помните, даже если вы иногда чувствуете себя слабым, вы не всегда слабы. Даже когда плохой парень шепчет тебе на ухо в самые слабые моменты, говоря, что ты недостоин, помни, что это так. Ты заслуживаешь моих объятий, моей любви, моего прощения и этого дома, который ждет тебя с любовью. Напиши номер 1111, чтобы выразить свою веру в Божье время и направление в твоей жизни, моя возлюбленная душа. Внимательно прислушайтесь к божественному шепоту, ласкающему вашу душу сегодня. Посреди хаоса и неопределенности он с непоколебимой верой верил, что великое открытие неизбежно. Вскоре, когда солнце коснется горизонта своими золотыми лучами, ясность станет вашим верным спутником. Каждая слеза, которую она пролила, каждая душевная боль, которую она пережила, и каждая молитва, прошептанная в темноте, оставались глухими к ее ушам. Симфония вашей жизни, оркестрованная руками Всевышнего, достигает своего апогея. Примите надвигающуюся трансформацию, вы находитесь на пороге небесной трансформации. С вдохом предвкушайте сияние рассвета, которое поцелует вашу утомленную душу. Будьте тверды в осознании того, что ваше путешествие,
каким бы трудным оно ни было, приведет вас к божественному месту назначения, превосходящему ваши самые смелые мечты. Подготовьте свой дух к ветру перемен в новом сезоне изобилия и счастья. Примите свое предстоящее перерождение с распростертыми объятиями, потому что Вселенная готова предоставить вам безмерные благословения. Доверьтесь божественному времени вашей истории. В каждом опыте, каждое горе было отправной точкой для раскрытия вашего истинного «Я». Прими притяжение надежды и благодати, ибо верность твоя увенчалась несравненным великолепием. Итак, моя дорогая, стоя на пороге чудес и чудес, пусть твое сердце зазвенит мелодиями благодарности и прославления. Ваша история, замысловато сотканная руками Создателя, вот-вот развернется в гобелене чудес и трепета. Добро пожаловать, дорогая душа, в бездну твоего божественного наследия. Вселенная склоняется перед вами в почтении и поклонении. Не пропустите это видео, если вы верите в Господа Бога. Он уверяет вас, что знает обо всех ваших трудностях и жертвах. Он признает вашу преданность делу, упорный труд и настойчивость и обещает, что благословения, которых вы заслуживаете, уже в пути. Возврат упущенного времени и украденных возможностей неизбежен. Бог уверяет, что негатив и неудачи, с которыми вы столкнулись, будут преодолены невероятными благословениями и необъяснимой благосклонностью. Он призывает вас не терять веру и напоминает, что последнее слово в вашей жизни остается за ним. Преодолев трудности и испытания, помните, что у вас есть возможность сформировать свою судьбу. К вам притягиваются положительные энергии, ведущие к романтической любви, финансовому благополучию и богатым моментам в наступающем сезоне. Бог советует вам не позволять прошлым ранам влиять на ваше мнение о других, подчеркивая важность поиска его руководства в развлечении позитивных и негативных влияний в вашей жизни. Доверьтесь его любви и благодати. Двигаясь вперед с верой и надеждой, если вы верите в его план для вас, напишите 555, чтобы подтвердить свою веру в Бога. Сегодняшнее объявление является ничем иным, как преобразовательным. Образ переходит от финансовой борьбы и непреодолимых финансовых забот к легкому, как магнит, привлечению богатства. Это изменяющее жизнь изменение стало возможным благодаря так называемой активации кода богатой мозговой волны. Разблокировав свой код генетического богатства, вы открываете дверь в новую финансовую реальность. Воспользуйтесь возможностью активировать свой код генетического богатства сегодня, перейдя по ссылке в комментариях. Возлюбленные, доверьтесь божественному плану Бога, потому что Он тщательно создал для вас путь, ведущий к процветанию, а не ко вреду. Терпеливо ожидая его идеального момента, помните, что его обещания никогда не подводят и что его любовь к вам безгранична и непоколебима. В моменты, когда вы чувствуете себя подавленным, не забывайте держать голову высоко поднятой и считать свои благословения. Потому что Божий мир окутает ваше сердце и разум, направляя вас через все испытания и невзгоды. Новости, которыми хочу поделиться с вами. Перед вами благословение, которого вы так долго ждали. Ближайшие дни будут радостными и радостными для вас и вашей семьи. Устраните разочарование, затуманивающее ваши мысли. Ты устранил все последствия и проклятия своих грехов.
Не будет препятствий для многих прекрасных вещей, которые я хочу предложить тебе, потому что я сам устранил расплату за вину и раскаяние, который пришел собрать твой враг. Пока мир полон страха и неуверенности, у вас есть прямой доступ к моему небесному трону. Ты мой защищенный и любимый ребенок, и ты имеешь законное право кричать на меня и быть услышанным. Слова, которые причинили вам боль, больше не влияют на вас. Вы больше не привязаны к тем, кто плохо к вам относился. Я с тобой и никогда тебя не оставлю. Когда вы решите внести большие изменения, вы не одиноки, и я дам тебе все, что тебе нужно. Помните об этом, поверьте мне и посмотрите, что ждет впереди. Таким я хочу тебя видеть, и таким я тебя благословлю. Вот мой ответ на заданный вами вопрос. Я глубоко понимаю твои чувства, я хорошо знаю твое сердце, и ты не можешь ничего от меня скрыть, хотя и можешь попытаться это сделать. Вы знаете, что можете с уверенностью связаться со мной в любое время, в любой день, чтобы поделиться своими обстоятельствами и раскрыть свое состояние, потому что я как никогда созвучен вашим эмоциям и потребностям. Как ты можешь думать, что ты не важен для меня, когда я спас тебя и дал тебе новую жизнь? Ты прекрасно знаешь, что не можешь ждать от этого мира ни любви, ни понимания, но со мной у тебя есть все, что тебе нужно, чтобы чувствовать себя спокойно, окутать себя моей любовью и наполнить свое сердце сильным чувством, которое возникает от осознания того, что ты — это я. Мне это и вправду нравится, потому что я люблю тебя, я люблю это, и это правда. Неважно, сомневаетесь ли вы в этом в трудные времена. Я любил тебя раньше, люблю тебя сейчас и всегда буду любить тебя. Перестаньте доверять тем, кто вас предает, перестаньте дарить свою любовь тем, кто ее не ценит. Не вкладывай в свое сердце на первое место того, кто заставил тебя плакать, они не заслуживают такого места. Я надеюсь занять это важное место в вашем сердце.